Добрый вечер, уважаемые якутяне. Мы начинаем нашу программу, новую рубрику «Первый понедельник СОСФР» в рамках программы «Якутск сегодня». Теперь каждый первый понедельник месяца мы будем встречаться в прямом эфире с представителями отделения социального фонда России по Республике Саха-Якутия, чтобы ответить на ваши вопросы о выплатах, пенсиях, пособиях и о других мерах социальной поддержки. С нами в эфире всегда будут эксперты, которые смогут ответить на все актуальные вопросы, которые вы зададите. Сегодня в нашей программе мы поговорим об едином пособии. Мы начнем с самого главного. Узнаем, что это за мера поддержки, кто на нее может рассчитывать и как ее можно оформить. Уважаемые якутяне, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 32 2011 32 11 66. За режиссерским пультом Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Виктория Байшева. Сегодня гости студии Сардана Семеновна Ефимова, начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения социального фонда России по Республике Саха-Якутия, и Надежда Виссарионовна Дмитриева, главный специалист управления социального обеспечения семей с детьми. Добрый вечер, уважаемые гости студии. Итак, начнем наш разговор. Что такое единое пособие, для кого оно предназначено и какие документы необходимы для оформления единого пособия? Добрый вечер. Единое пособие – это одна из мер социальной поддержки для семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Пособие назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и на ребенка в возрасте до 17 лет. Пособие назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости семьи, то есть оценка производится по доходам, также по имуществу. Условиями получения единого пособия это является обязательное, то есть заявитель и дети должны быть гражданами Российской Федерации и должны проживать на территории Российской Федерации. Также у каждого трудоспособного члена семьи должен быть трудовой доход не менее 4 МРОТ. Это в этом году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать региональную величину прожиточного минимума на душу населения. И также по имуществу есть ряд требований. То есть у них должны соответствовать этим Каким-то требованиям. Да? да? Ну, это, например, по квартирам, по индивидуальным жилым помещениям, также по садовому дому, то есть есть определенные требования, также и по земле, по транспорту. И как можно получить, какие документы требуются. Да. При личном посещении в клиентскую службу социального фонда или в МФЦ обязательно они должны предоставить документ, удостоверяющий личность, это паспорт, да. Если от имени семьи подает доверенное лицо, то есть это документы должны быть подтверждающие право подавать за заявителя. Возможно, потребуется паспорт супруга, для заполнения заявления, свидетельство о рождении детей. Также, возможно, потребуется, то есть, СНИЛС всех членов семьи обязательно указывается в заявлении, и реквизиты банковского счета. Также в зависимости от жизненной ситуации женщина должна в своем заявлении проставить критерии, да, то есть и в зависимости от этих критерий тоже должны предоставить документы. То есть если, например, член семьи, супруг является военнослужащим, то должны представить сведения о доходах военнослужащего, могут представить также документы, например,
по алиментам, если женщина в разводе с супругом, да, у нее статус разведенный, то должна представить судебные документы, то есть судебный приказ, судебное решение или же нотариальное соглашение. Если было открыто исполнительное производство, то, соответственно, вот исполнительные, документы по исполнительному производству. И вот эта вот услуга, в основном можно, основная часть граждан подает через госуслуги. В этом случае, получается, вот сведения запрашиваются посредством СМЭФ и должны поступить по межведомственному взаимодействию. И, соответственно, после подачи заявления через госуслуги женщина должна представить те документы, которые находятся только вот у нее, лично у нее. Те документы, которые мы не можем получить по межведомственному взаимодействию. То есть для того, чтобы женщина предоставила эти документы, необходимо ее каким-то образом оповестить? Да, в зависимости от заявления, и на государственные услуги в личный кабинет уходит уведомление, какие документы она должна представить. То есть она электронно подает все документы, при необходимости вы запрашиваете у нее перечень документов, и она уже в клиентскую службу приносит документы дополнительно. Да. Хорошо. Сардана Семеновна, вы как раз в начале нашего разговора заговорили о среднедушевом доходе семьи при назначении единого пособия. Как этот доход рассчитывается? Надежда Виссарионовна, пожалуйста. Да, добрый вечер еще раз. При назначении единого пособия среднедушевой доход семьи рассчитывается, исходя из общего дохода в семьи за определенный расчетный период. Это за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. То есть, например, если при подаче заявления в декабре 2025 года расчетный период учета доходов будет с ноября 2024 года по октябрь 2025 года. Итак, в расчет включаются все виды доходов всех членов семьи, такие как заработная плата, стипендии, пособия, пенсии, доход от предпринимательской деятельности, сумма полученных алиментов, если таковые имеются, доходы от имущества, а также и другие законные источники поступлений. Вот это все учитывается в расчет. И при этом учитываются доходы всех членов семьи, включая участников специальной военной операции, проходящих военную службу по контракту или проходящих военную службу в добровольческих формированиях. То есть, если человек, гражданин, включается в состав семьи, то его доходы учитываются. Но для военнослужащих, находящихся в рамках мобилизации по указу президента Российской Федерации номер 647, такие доходы такого гражданина не учитываются, и пособие назначается на 6 месяцев. То есть обязательное условие, чтобы участник СВО был мобилизован? Да, для применения этого правила, да. Для этого правила конкретно. И как рассчитывается вообще, доход? Итоговая сумма дохода всей семьи делится сначала на количество, на 12, на весь расчетный период, на год, и потом делится на количество членов семьи. То есть это ежемесячная сумма доходов делится на количество членов семьи. Вот. И полученная сумма уже сравнивается с оригинальным прожиточным минимумом, установленным, например, в этом году, То есть, если, допустим, доход семьи на каждого члена семьи немного превышает прожиточный минимум на этот год, то этой семье не положено единый пособие.
Все верно. Ага. Уважаемые радиослушатели и телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 32 2066, 32 11 66. Звоните, задавайте ваши вопросы. Тема нашего сегодняшнего эфира – единое пособие. И следующий вопрос, который, наверное, очень интересен семьям с детьми, это как определяется размер единого пособия. Там же есть такая градация 50%, 75%, 100% прожиточного минимума. Да, все верно. Единое пособие назначается, то есть устанавливается в 3 размерах, точнее 6 размеров единого пособия. Это 50, 75 и 100%. И беременным женщинам устанавливается от прожиточного минимума трудоспособного населения, а детям до 17 лет устанавливается от прожиточного минимума для детей. И размер единого пособия, определяется на основе степени нуждаемости семьи, то есть расчет зависит от среднедушевого дохода семьи и прожиточного минимума в регионе проживания. Базовый размер пособия – это 50% прожиточного минимума. Это начальная сумма, получается, которая назначается при соответствии семьи общим условиям. Например, среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, и соблюдены правила минимального дохода и ограничений по имуществу. И если семья имеет право на 50%, мы уже рассчитываем, может ли семья иметь право на размер 75%. Это уже повышенный размер. Назначается, если при базовом пособии среднедушевой доход семьи все еще не превышает прожиточный минимум на душу населения. И максимальный размер пособия – это 100% прожиточного минимума. Назначается, если даже при повышенном 75% среднедушевой доход семьи не достигает тоже прожиточного минимума. Получается. Если 50% пособия достаточно, чтобы доход на каждого члена семьи достиг прожиточного минимума, назначается базовая сумма. Если нет, расчет продолжается до 75% и, соответственно, до 100%. Более-менее понятно, но хотелось бы узнать, а каковы размеры сегодня единого пособия? 50%, 75%, 100%, чтобы наши зрители якутяне смогли каким-то образом определиться, сколько процентов они получают. У нас в республике размеры, то есть величины прожиточных минимумов, они устанавливаются по 2 зонам. Первая зона это... По первой зоне, это которые относятся северные районы, 50% составляет 17 074 рубля 50 копеек. Размер 75% от величины прожиточного минимума это составляет 25 611 рублей 75 копеек, и 100% это 34 149 рублей. По второй зоне для беременной женщины 50% составляет 14 301 рубль 50 копеек. По второй зоне это 21 452 рубля 25 копеек. И 100% это составляет 28 603 рубля. По детям размеры тоже по зонам устанавливаются, По первой зоне 50% составляет 15 195 рублей, 75% составляет 22 792 рубля 50 копеек, и 100% составляет 30 390 рублей. По второй зоне, это все районы, кроме северных,
50% на ребенка размер пособия составляет 12 727 рублей 50 копеек, 75% это 19 091 1 рубль 25 копеек, и 100% это 25 455 рублей. Ну, это очень хорошее подспорье для семей с детьми, надо отметить, да, все-таки единое пособие у нас семьи начали получать с 2023 года. В 2023 году впервые единое пособие начислялось отделением социальным фондом России. Да, и пособие назначается на каждого ребенка. В этом году были изменения в правилах по требованию трудовых доходов для трудоспособных членов семей. Пожалуйста, об этом поподробнее расскажите. Ну вот с января 2025 года вступили в силу изменения в правилах назначения единого пособия, которые касались требований к трудовым доходам трудоспособных членов семьи. Это вот введение обязательного минимального дохода в размере 4 МРОТ за расчетный период, то есть за 12 месяцев. Это для всех взрослых членов семьи. Получается, это вот у семьи, у каждого трудоспособного члена семьи в этом году доход должен был быть не ниже 89 760 рублей. То есть, если разделить на 12 месяцев, то есть он каждый месяц должен был зарабатывать 7480 рублей. Чуть более 7500 рублей. А если отсутствуют эти доходы, как быть семьям? Допустим, нигде не работает человек, 7500 дохода нету у семьи. В таком случае как быть? Для этого, скажем так, для назначения пособия при отсутствии доходов или доходов ниже 4 МРОТ есть уважительные причины для отсутствия этих доходов, по которым Надежда Виссарионовна более подробно сейчас расскажет, да. Но я бы хотела еще дополнить о том, что в расчет этих доходов входят трудовые доходы, то есть это заработная плата, пенсии, стипендии учитываются, также денежное довольствие военнослужащих учитывается, и туда также входят доходы по самозанятости, от индивидуального предпринимательства, и также авторские гонорары. То есть эти перечисленные все доходы должны составлять в год не менее 89 760 рублей. Для семьи. Для каждого трудоспособного взрослого члена семьи. И, если у взрослого трудоспособного члена отсутствуют такие доходы, должна быть определенная уважительная причина для отсутствия таких доходов. Например, это период беременности, более 12 недель в расчетном периоде. Если семья является многодетной, это правило применяется к одному члену семьи. Если родитель является для ребенка единственным родителем, единственный родителем понимается, когда в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк, то есть второй родитель отсутствует, либо второй родитель умер, либо без вести пропал. Признан без вести пропавшим по решению суда. Эти уважительные причины применяются на момент подачи заявления. То есть, получается, если на момент подачи заявления семья является многодетной, то есть одному из родителей применяется уважительная причина. И к нему уже требования таких доходов, обязательные требования, уже не применяются. Далее, уход за ребенком до 3 лет, уход за инвалидом первой группы, обучение по очной форме до 23 лет без получения стипендии.
Лечение свыше 3 месяцев, прохождение лечения, да, лишение свободы и 3 месяца. Уважаемые зрители, радиослушатели, у нас перерыв на рекламную паузу. Добрый вечер. Итак, мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня». Сегодня мы в студии говорим об едином пособии. И гости студии Сардана Семеновна Ефимова, начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия, и Надежда Виссарионовна Дмитриева, главный специалист управления социального обеспечения семей с детьми. Уважаемые зрители, слушатели, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 32 2066 и 32 1166. Надежда Виссарионовна, пожалуйста, по перечню продолжим. Да, и как я сказала, как все перечисленные уважительные причины должны составлять 10 и более месяцев в расчетном периоде. Совокупности. Угу. Например, семья не имеет трудовых доходов, то есть, получается, мать, да, не имеет трудовых доходов в расчетном периоде, и заявитель, получается, ухаживал за ребенком до 3 лет, половину расчетного периода. То есть применяется этот период ухода за ребенком, и дальше, например, получал пособие от центра занятости, то есть по безработице. И это все в совокупности должно составлять 10 месяцев. И тогда применяется уважительная причина. Угу. К нам в студию поступил звонок. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. При довнесении документов в клиентскую службу могу ли я предоставить копии документов или обязательно нужны оригиналы? Например, мой ребенок учится в Казахстане. Могу ли я предоставить копию справки об учебе? Угу. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, документы должны быть оригиналами, то есть ребенок должен дослать оригинал, да, и этот документ представляется уже в клиентскую службу для учета при назначении единого пособия. Угу. Так, давайте, Надежда Виссарионовна, продолжим. Угу. И, если уважительная причина действует 10 и более месяцев в расчетном периоде, правило о 4 МРОТ не применяется. Угу. Мы уже говорили о том, что на какой срок назначается единое пособие в течение нашей программы. Но все-таки хотелось бы уточнить, на какой срок назначается единое пособие. Единое пособие на ребенка назначается на 12 месяцев или же до исполнения ребенку 17 лет. А беременной женщине пособие назначается с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недели беременности, да, и выплачивается до месяца предполагаемых родов. Угу. И у нас есть еще особая категория, да, получается, семьи мобилизованных, как беременной жене, также на ребенка мобилизованного, да, назначается на 6 месяцев. Угу. Если, допустим, с единым пособием и с подачей документов мы более-менее разобрались, я думаю, наши слушатели, в общем-то, определили для себя, что в приоритете. И теперь хотелось бы затронуть вопрос, какой же порядок обращения за продлением выплаты. Это один из важных вопросов, по-моему, очень много вопросов поступают и в социальные сети отделения Социального фонда Республики. Поэтому хотелось бы на эту тему более подробно поговорить. Да, верно, эта тема является очень актуальной. И в этом году, с начала этого 2025 года, с 1 января, вступило в силу изменения в части продления выплаты. Продление пособия осуществляется вообще заявительно. Можно подать через портал госуслуг, лично через МФЦ, либо
лично через клиентские службы по месту жительства. Ну вот, как я сказала, что с 2025 года для семей, уже получающих единое пособие, если в семье родился ребенок с этого года, да, пособие назначается беззаявительно, если в социальный фонд поступили сведения о рождении ребенка, и ну вот, если ранее было уже назначено на старших детей, тогда младшему ребенку назначается на тот же срок и в том же размере, как и на старших детей, без учета комплексной оценки. К нам в студию поступил еще один звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Говорите. Алло. Это прямой? Да, прямой эфир. Говорите, пожалуйста. Представьтесь, откуда вы звоните. Сахалы. Истебит. Допустим, үш оғылақ, тәнелді оғылақтар өтіністер болады. Оны бұл заявление бербетін болғаны отказали социальной көмегі. Сүз сүрді әтті оқ нахара барады. Мен етіне өйді әбәппін. Қантан әрияғытны? Уманна якускайтан. Просто найдете быть, махтанабыт, ага. К нам в студию, для наших радиослушателей, телезрителей, я переведу вопрос. К нам в студию поступил звонок от бабушки семьи 3 детей многодетной. Она говорит, что на 127 рублей больше прожиточного минимума получается сумма на семью, поэтому отказали в едином пособии. Пожалуйста, кто ответит на этот вопрос? Как Сардан Семеновна ранее сказала, да, если прожиточный минимум превышает установленный оригинальный прожиточный минимум, среднедушевой доход превышает семьи установленную в регионе у нас по зонам величину прожиточного минимума, то, к сожалению, выносится отказное решение. Да, но это закон, и мы не имеем права там, даже 2-3 копейки имеют роль, да, можно сказать, верно, поэтому, 127 рублей, это, в общем, небольшая сумма, но, тем не менее, как говорится, по закону приходится отказывать семье, да? Следующий вопрос, который хотелось бы затронуть, сколько времени занимает рассмотрение заявления и выплата пособия? Рассмотрение заявления у нас происходит в течение 10 рабочих дней. При отсутствии ответов по СМЭФ или же когда не все ответы, потому что при рассмотрении заявления у нас очень много ответов приходит как по имуществу от Росреестра, по доходам от ФНС, также приходят сведения от ЗАГС, подтверждающие родство, скажем, членов семей, да. Скажем так, когда если не все ответы по СМЭФ приходят, то срок рассмотрения может продлиться на 20 рабочих дней дополнительно. Давайте затронем такой вопрос, раз к нам в студию от наших зрителей поступают вопросы по поводу отказа. Основные основания отказа по причине недостоверных и неполных данных, это какие бывают? Скажем так, основными причинами это именно основаниями для отказа по причине недостоверности и неполноты, это неправильное заполнение заявлений. Получается, не подтверждаются эти сведения, да. Мы, наверное, более подробно еще расскажем. У нас в прошлом году были изменения по алиментам, и чаще всего по алиментам ошибаются при заполнении заявлений. И также, скажем так, мы перешли с середины этого года на новый программный комплекс. И у нас все ответы, все сведения, необходимые для назначения пособия, поступают по СМЭФ. И получается, что зачастую эти сведения, которые указаны в заявлении, они не подтверждаются сведениями, которые поступают по СМЭФ от уполномоченных органов. И могут быть отказы.
потому что программа новая, и могут по каким-либо причинам, скажем так, наши поставщики услуги, уполномоченные органы тоже перешли на новые программные комплексы, и по каким-то, скажем так, по техническим причинам могут не поступить ответы. Но хотелось бы предупредить заявителей о том, что вот именно по этой причине, если вдруг был отказ, но вы знаете, что эти сведения были у уполномоченного органа, то вы можете к нам обратиться для того, чтобы мы отработали с уполномоченным органом, то есть с поставщиком информации, да, и можем пересмотреть решение. Потому что, скажем так, вот это вот взаимодействие, оно вот новое, оно вот начало, скажем так, поставщики информации тоже проводят очень много мероприятий по корректировке своих данных, потому что вот мы встречались, например, с управлением Федеральной службы судебных приставов, да, они тоже говорят, что очень много, вот ранее у них были необязательные поля по детям, и у нас по алиментам же тоже не приходят ответы из-за этого. И надо понять причину непоступления ответа. И, скажем так, если требуется уточнение данных, то надо обращаться к поставщикам информации для того, чтобы поправить там сведения или актуализировать свои данные для того, чтобы эти сведения поступили к нам в электронном виде через межведвзаимодействие. Ну вот, наверное, люди в основном электронно обращаются к вам, да, через госуслуги и так далее, подают заявление. И вы сказали, что очень часто допускают ошибки. Какие наиболее частые ошибки допускаются при подаче заявления на единое пособие? Ну вот это основная из причин, это вот по алиментам. Также у нас, скажем так, по участникам СВО для получения сведений заявительницы должны указывать ИНН Министерства обороны, да, и вот именно финансово-экономической службы воинской части. Вот в этом затрудняются и неправильно оформляют заявление. И хотелось бы порекомендовать им обратиться в клиентскую службу для уточнения ИНН, то есть для правильного заполнения, для того, чтобы эти сведения мы смогли получить с Министерства обороны. Ну, еще одна причина отказа в назначении единого пособия – это наличие доходов, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения в виде процентов по вкладам в банках. Что можете вот по ней пояснить? Какие справки для этого требуются? Данная причина является также актуальной, и зачастую граждане не знают, да, скажем, какие документы предоставлять. И вклад или проценты, да, по остаткам в счетах вообще при рассмотрении заявления, да, в этом году рассматривается за 2024 год, то есть вклад, полученный в 2024 году. И если в течение 2024 года сумма вклада превышает прожиточный минимум на душу населения, тогда принимается решение об отказе по причине превышения, да, доходов. Ну а в случае, если вклад был закрыт 6 и более месяцев назад до обращения, тогда заявителям могут быть представлены подтверждающие документы. Это, получается, справка о закрытии вклада из банка с обязательным указанием номера счета и суммы полученных процентов, потому что зачастую нам приносят просто закрытие вклада, и мы не понимаем, по этому ли счету были начислены проценты.
Поэтому вот основное требование это вот чтобы в справке было видно, когда был закрыт счет, и именно по этому счету были начислены проценты с указанием Да. процентов. На конец года, получается. Ну вот, допустим, я родитель, подала заявление на единое пособие. Вот как мне проверить статус моего заявления? Статусы заявлений можно отслеживать в личном кабинете в госуслугах. Там по всем статусам уходят уведомления. Мгм. Где можно получить более такую развернутую информацию об едином пособии? Ну, вся информация у нас размещена на сайте социального фонда. Также можно вот именно персонализированную информацию получить в клиентских службах или же через единый контакт-центр. Мгм. Вот, допустим, если электронно я подаю документы на единое пособие, если я не уверена в том, что я вот действительно все правильно заполнила, может ли человек обратиться вот в клиентскую службу? Сдала документы, пришел отказ, и я уже через определенный промежуток времени подхожу в клиентскую службу для того, чтобы правильно заполнить заявление. Да, конечно, специалисты клиентской службы помогут в оформлении заявления, ну и подскажут. Мгм. И там уже будет 100% уверенность в том, что все И пункты заявления были правильно заполнены заполнены. правильно. Так, мгм. Так. А вот, Виктория Николаевна, я еще хотела сказать, вот по процентам банка, да, Мгм. проценты банка по номинальным счетам на опекаемых детей, они не учитываются. То есть это они как бы не являются, если проценты превышают прожиточный минимум, то есть они не берутся в расчет, То есть это не является доходом. нет, не будет причиной отказа в назначении пособия. Мгм. Проценты банка только учитываются в отношении членов семьи, то есть супругов, детей, Мгм. А если я... но не опекаемых детей. То есть, если я ребенка взял и усыновил, это тоже считается, как бы, да? Это уже мой родной ребенок, и вклады в банках уже не считаются как доход. Если установил, да. А если я усыновил, то это уже доход. Так, уважаемые зрители, уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем нашу программу. Это была первая программа из цикла «Первый понедельник СОСФР». В следующем выпуске мы поговорим о материнском капитале, как его использовать и какие изменения произошли в законодательстве. Оставайтесь с нами, мы помогаем вам быть в курсе всех мер социальной поддержки. Всего доброго, до новых встреч!